Сегодня у нас урок по событиям в jQuery, как с ним работать. Ну и у вас была задача, да, узнать, какие события есть, как обрабатывается, как подписываться на события в jQuery. Кто какие поиски сделал, кто что нашел, кто хочет показать. Так, ну, если ни у кого нет, то тогда двигаемся дальше. Давайте я вам расскажу про события, а потом у вас будет упражнение, чтобы попрактиковать события. Так, поехали. Так, минутку. Так, ну, в чате вижу события как почти в JS. Да, на самом деле, прям можно сказать, как и в JS, в обычном нативном JS. Все просто, никаких сложностей нет. Ну, только как бы некоторые вещи называются по-другому, там методы, вызов, например, некоторых методов. И что мы, собственно, сейчас начнем рассматривать. Так, давайте я вот здесь все уберу. Так, CSS тоже, наверное, уберем. Добавим отдельный файл для CSS. Есть. Так, начнем с событий мышки. Это наиболее часто встречающиеся события. Сделаем вот такую разметку. В HTML добавим div, простой, просто блок с классом блок, кнопку. Будем обрабатывать события клика, ну, вообще события мышки на этих объектах. К CSS добавим чуточку стилей для визуализации. Вот у нас блок, вот у нас кнопка. Допустим, хотим обработать клик по кнопке, который меняет фон нашему блоку. Да? Идем в JavaScript. В библиотеке все подключено. Запускаемся только когда у нас весь контент, дом контент построен. И первым делом, что нам нужно? Нам нужна кнопка. Нахожу его. Это у нас тег просто button. У него нету никаких классов и так далее. Нам нужен блок, который мы собираемся красить. Здесь подставим и найдем наш класс блок. Вот. Поскольку мы хотим, например, обработать клик, левый клик мышки,
есть несколько вообще методов регистрации события, да. Как Айнура подсказывает в чате, это может быть метод on, потом указываем событие и дальше пишем какую-то функцию. Для клика есть еще у нас отдельный метод, который называется просто клик. То есть берем наш баттон, и мы применяем метод клик. Клик, как ни странно звучит, то это этот метод, который запускает хендлер, обработчик события в виде там какой-то функции. Ну, пускай это будет анонимная функция. Что мы хотим сделать в обработчике этого события? Мы просто берем наш блок и через CSS, например, хотим поменять ему бэкграунд. Бэкграунд, скажем, на красный. Вот, как видите, регистрация события клика, именно клика, оно очень простое. Мы вызвали метод клик, передали сюда хендлер. Так, мы кликаем на кнопку, div красится, все прекрасно. Если мы посмотрим документацию jQuery, что делает этот клик? Метод клик, внутрь сюда передаем хендлер, да? Оно привязывается к событию, которое называется у нас клик. То есть в обычном JavaScript у нас же есть событие клик. Так вот, этот метод клик именно привязывает хендлер к этому событию. Ну, дальше какие у него есть параметры? Видим, что нужно передать хендлер, дата там, и так далее. То есть здесь все просто. Вот нашли элемент. Здесь, смотрите, через $, самого вызова jQuery нашли, потом сразу применяют клик там и так далее. Но я чуть-чуть по-другому пошел, да, потому что, возможно, нам пригодится эта кнопка, если мы хотим еще что-то с ним сделать. Ну, каждый раз его искать через вызов jQuery не хочется. Сделал один раз поиск, потом к этому элементу применяю метод клик и привязываю хендлер. Хендлер в виде анонимной функции, которая просто берет наш блок, CSS, background, red. И у нас событие прекрасно отрабатывает. Нажали, блок становится красным. Если мы хотим добавить, например, через CSS, что мы можем сделать? Например, active, да? Класс добавим active и сделаем background color, например, на red. Вот. Как вы думаете, как мне сейчас нужно поменять CSS блоку? Add class, class. Давайте, вспоминайте, друзья. Прошлый урок. Ну, тогл, если мы хотим переключать, да? Ну, давайте попробуем тогл. Тогл. И здесь active. Вспомним класс jQuery метод тогл, что она делает. Так. Так, это не то. Add class active. Давайте попробуем. Тогл я прописал. Как видите, что делает этот тогл? Он скрывает, показывает элемент. А мы добавим add class. Все прекрасно работает. Инспектируем, каким образом у нас все произошло. Вот блок, вот у нас добавился active. Вот.
И, по-моему, если вы хотите больше работать с jQuery, в расширениях есть jQuery, по-моему, сниппеты или что-то подобное было. Вот. Можно его установить. И здесь есть краткие такие сокращения, сниппеты, с помощью которых можно разворачивать очень большие такие структуры jQuery кода, там jQuery each. Видите, вот здесь сокращение, а потом, если вы что-то напишете, то есть, допустим, возьмем нам jQuery hover, вот этот сниппет разворачивает вот такой код. Сюда подставляем селектор, вызывается метод hover, событие hover, function, и здесь что-то делаем, и дальше что-то делаем. Я когда-то использовал что-то подобное этого, по-моему, было, или этот был, я точно не помню. Сейчас я практически вообще не пользуюсь вот этим jQuery. Вот. Поэтому, если хотите более производительно, быстрее работать с jQuery кодом, сниппеты поставили и один раз, например, просмотрели какие-то очень часто используемые строчки кода, да? Вы для себя их прописали, и дальше им можете пользоваться. Допустим, вот slide up, да, мы в прошлый раз смотрели. Так, slide up. Вот быстренько что-то разворачиваем, потом только меняем селектор, что мы хотим сделать. Вот. Ну, возвращаемся к событию клик. Как видите, здесь все просто. Вызвали клик и передали сюда хендлер в виде какой-то функции. Какие события мышки еще есть? У нас есть двойное нажатие мышки, да? Двойное нажатие в jQuery называется double click. Пишется вот таким образом. DBL click — это означает double click, двойная мышка, двойное нажатие мышки. Вот. Один раз нажимаю, событие не срабатывает. Два раза нажимаю, событие отработало. Допустим, в операционной системе мы привыкли, да, что-то открывать с помощью двойного клика. Если нас интересует такое поведение, вот, мы можем привязаться к событию double click. Вот. Теперь событие мышки, которое называется mouse enter, mouse leave, который тоже есть в нативном JavaScript. Да? Вот, получается, мы можем mouse enter событие подписаться к нему с помощью метода mouse enter. Вот таким образом. Button, mouse enter, function и так далее. Так, теперь давайте мы не баттону будем, а именно блоку. Блок, если на нем будет событие mouse enter, мы запустим функцию handler, которая добавит класс active. Вот. Mouse enter — это получается событие hover только когда курсор наводится на элемент, да? Как бы заходит на территорию элемента. И у нас отрабатывает это событие. Ну, если мы зашли, то как бы обычное нам привычное событие hover состоит как бы из двух событий. Да? Это когда мышка накрывает элемент, то есть находится на территории как бы элемента, потом когда он уходит. Для того, чтобы уйти, мы используем mouse leave. Давайте. Да, кстати, вот здесь смотрите, как бы можно было бы улучшить вот этот код, чтобы оно было более универсальным. Вот сейчас этот код отработать только на классе блок.
А хочется сюда добавлять какой-нибудь другой элемент, скажем, в HTML, если мы добавим блок 2. И чтобы он тоже стал, например, красным при наведении там, или и так далее. Так, блок 2 давайте немножко постилизуем. Так, вот блок 2. Ну, идентично. Хочется, чтобы этому блок 2 тоже подписаться на событие mouse-enter и сделать его красным. Как мы можем улучшить вот этот код? Ну-ка, вспоминайте, друзья, в обычном JavaScript что мы делали, чтобы вот этот код стал более универсальным? Найти по тегу array. Так, что находим? К константе блок присвоить не класс блок, а div. Допустим, будут здесь, например, другие дивы. Дивы, например, с классом блок 3. Если я сейчас начну, например, искать div, этот селектор найдет тоже блок 3. А я не хочу, чтобы блок 3 тоже красился в красный цвет. Пускай блок 3 остается, а я хочу только покрасить, например, блок и блок 2 по ховеру, по mouse-enter событию. Создать второй класс. Зачем создавать второй класс? У нас есть класс Active, который красит наши элементы на красный. Зачем здесь, например, сделать класс типа Active 2 и написать background color red? Ну, это, мне кажется, этот вариант не так уж хорош. Надо поработать именно в JavaScript части. Цикл тоже неуместен будет, да? Each. Да, цикл, потому что он сразу переберет их, что-то с ним сделает. Найти, может быть, тогда? Ну, хорошо. Обозначить как-нибудь, потому что если будем естественно, обращаться. мы его будем находить. Блок 2, там, скажем, нашли блок 2. Ну, вот писать, например, блок 2, .mouseEnter, function и блок 2, .add class active. Ну, как вы думаете? Вот работает. Работает, но что мы делаем? Копируем один и тот же код. Вот здесь, посмотрите, разницу. Вот, начиная со строки 6, заканчивая строкой 12. Найдите 10 отличий. Ағай, Мгм. индекс HTML-ге кіріп тұрып, керекті блокторға екінші класс бар көрмес пе? Екінші класстың деле керегі жоқ. Ну, JavaScript қарайлы. Может, Я сейчас задачу решил, друзья. Смотрите. Я хочу красить первый блок, когда я навожусь на него, красный. Отлично срабатывает. Я навожусь на второй элемент, все красится, отлично. Задача решена. Но мы сдаем, например, такой код вышестоящему программисту, как бы отправили, скажем, pull request, senior или team lead, прочитав наш код, говорит: слушай, вот здесь что-то не то, отрефакторика.
свой код. Өткен сабақтағыдай общий функция өрсек той. Давайте сделаем. Как мы сделаем общую функцию? Function change bg дегенде. Хорошо. Function change bg. И что здесь делаем? This style background деп ушул сыяктуу берип. This add class. В общем, перенесем вот этот код. Вот этот код сюда перенесем. Это уже лучше. А потом что мы делаем? Мы вот здесь убираем mouse enter сюда. Вместо этого передаем change bg. Логично же? Ну, туда Спасибо. дополнительно добавляем этот Как? клик и Нет, зачем клик? Мы привязались к mouse enter. Нас интересует событие mouse enter. Когда на блок мы наводимся, мы меняем класс. Меняем, точнее, фон. В обычном JavaScript через контекст же мы все это делали, this. Но в jQuery, смотрите, почему не работает? А после функции может надо это вызывать, не до функции. это в английском. Давайте посмотрим в консоль. Может, в консоль что-то подскажет. Ошондо биз эмени эле кылыш керекпиз да, diffтен 3 болсо, 1 менен 2-ни эле боёш керекпиз да. Да. Андай болсо siblings деген метод колдонсокчу. Не-не, мы сейчас идем уже в правильном направлении. Один раз написали функцию. Функционально. Вот. Потом если нужен, например, третий блок, мы здесь найдем его, добавим mouse enter change bg. Все, код дальше будет работать. Доллар надо добавлять к this? Вот здесь, смотрите, я навожусь, начинаю наводиться, и в консоли у меня вот эти ошибки растут. Консоль что говорит? Uncode type error, this add class is not a function. К this может знак доллар добавить? Да, именно. Если мы как бы в jQuery хотим указать вот этот контекст this, мы должны написать это с помощью знака доллара, потом поставить кавычки и указать this. Вот теперь все прекрасно будет работать. А здесь почему мы в вызове не вставляем вот эти кавычки? Мы сюда передаем просто название. Мы же не вызываем вот эту функцию. Функцию change_bg функция change_bg должна быть вызвана событием mouse enter, а не мы должны его запускать вручную. Если я вот здесь, получается, запускаю, я как бы говорю, запустись функция, но оно не должно запускаться. И вообще такой синтаксис как бы по документации jQuery, оно как бы неверно, да, потому что вернемся назад. Так. Вот, допустим, клик. Мы указываем просто хендлер, название. Вот. Target, click function. Если именованная функция, мы должны сюда передать именно название функции. Вот, поэтому мы здесь функцию не вызываем, а просто указываем, как бы передаем параметрам событию mouse_enter или как бы методу mouse_enter. И change_bg функция у нас запустится, когда произойдет mouse_enter, то есть как бы браузер его запустит. Потому что мы же отслеживаем, вот mouse_enter случится, запусти change_bg. Вот. И поэтому, когда мы, например, рефакторим какой-то код и хотим здесь где-то использовать контекст, указав, что здесь будет this, то мы этот this должны всегда вызвать jQuery именно вот таким образом. В JavaScript мы просто пишем this, а в jQuery мы должны обязательно взять вот эти знаки, знак доллара там и поставить кавычки. Вот точно так же у нас отработает метод, например, mouseLeave. Там хотим
первому блоку к mouse leave. Так, mouse leave. И здесь, допустим, function анонимно. Там, скажем, блок 1. И давайте уберем. Наоборот, теперь уберем уже класс. Как мы удаляли класс? Remove класс? Или как? Remove класс. Remove. Remove класс. Active. Добавились, ушли. Добавились, ушли. То есть hover теперь отрабатывает. Ну, точно так же потом, если мы хотим привязаться к маус-ливу, там, запустить какую-то функцию тоже, чтобы она была универсальной, то мы можем функцию тоже написать, потом как с маус-энтером что-то наподобие сделать с контекстом. Да? Так, хорошо. Ну, через if тоже можно проверить. Если там есть класс active, можно удалить, потом или еще что-нибудь сделать. Вот. Нажатие. Для нажатия, то есть событие, у мышки есть еще одно событие, которое срабатывает, когда произошло нажатие на элемент. Возьмем наш блок. Так, вот это все удалим. У нас есть блок. И ему применим событие mouse down. Mouse down. Запускаем функцию. Что мы здесь будем делать? Давайте покрасим блок CSS background red. Это похоже на клик. Вот, смотрите. Hover не срабатывает, а именно работает момент клика. Вот, когда происходит нажатие, именно вот, кнопку нажали, элемент как бы срабатывает вот это событие. Есть mouse up метод, событие mouse up. Это событие срабатывает в момент, когда мы отпускаем нажатую клавишу, нажатую кнопку мышки. Я нажал, я сейчас держу, нажал на кнопку мышки, левую кнопку мышки и держу его. Событие не срабатывает, но в момент отпускания, когда я только отпустил мышку, то вот у нас срабатывает событие mouse up. Mouse down и mouse up понятно? Понятно вот эти события? Не воспринимайте это как клик. Клик это когда сразу все происходит. А mouse down именно нажали в момент нажатия. Mouse up мы держим и когда отпустили. То есть событие срабатывает, когда отпускается клавиша, кнопка. Так, и наподобие как бы mouse enter у нас есть mouse over. Срабатывает точно так же, как mouse enter, когда мышка наезжает на площадь элемента. Вот. В JavaScript же, помните, тоже у нас есть mouse enter. Что у нас есть еще? Наподобие mouse enter, mouse leave у нас есть два события. Помните, на нативном JavaScript. И точно так же в jQuery есть два события. Mouse enter, mouse over, mouse leave аналогично. Есть у нас mouse out. Mouse over
запустили. Как только мы попадаем на площадь элемента, запустился, как бы событие сработало. Когда уходим, мы можем написать событие mouse out. Вот. Различия практически точно такие же, как в JavaScript, нативном JavaScript. И у нас есть событие, которое срабатывает при движении мышки над элементом, которое называется mouse move. Мы, когда начинаем двигаться над элементом, вот, срабатывает вот это событие. Вот. Понятно ли события мышки? Ну, это я рассмотрел чисто такие практичные, которые часто встречаются события. Клик, ховеры, mouse enter, mouse down. Вот. Теперь посмотрим события с клавиатуры. Для клавиатуры что мы сделаем? Добавим input какой-нибудь. Вот здесь все удалим. Button оставим. Добавим input. Type text. В JavaScript найдем наш input. Вместо блока поставим input. И давайте искать по тегу input. Вот. Нажатие с клавиатуры срабатывает у нас, когда происходит keydown. Событие keydown. Так, что мы сделаем? Давайте мы keydown привяжем к инпуту. И в консоль что-то будем выводить. Консоль log. Нажата клавиша. Консоль открыли. Здесь находимся. Когда мы начинаем набирать кнопки, именно клавиши, вот срабатывает событие keydown. Но смотрите, я все удаляю, еще раз обновлюсь. Если я, например, нажму функциональные клавиши, типа Shift, срабатывает, Ctrl срабатывает, Alt не срабатывает. Точнее срабатывает. Keydown отрабатывает именно на нажатых всех вот этих клавишах. Аналогично у нас есть keyup. Это событие происходит как в момент отжатия клавиши. Мы нажали, потом же клавишу отпускаем, и событие срабатывает именно в момент, когда мы отпускаем клавишу. Отжато. Зажал. Видите, событие не отрабатывает. Я кнопку нажал и держу. Отпускаю, вот, событие отработало. И у нас есть клавиатурное событие, которое называется еще keypress. Keypress отрабатывает на всех событиях, кроме вот этих Alt, Ctrl, Shift, то есть вот эти функциональные же клавиши есть у нас, вот специальные, вот на них он не отрабатывает. Так, что мы можем... Здесь также можно воспользоваться ивентом, событием, объектом event. Там, если мы сюда передадим и попробуем, например, узнать, какая клавиша была нажата, мы у объекта event берем и пишем which. Смотрим. Нажал Q, получаем именно key-код.
у каждой у каждого символа или у каждой клавиши на клавиатуре есть специальный символ, специальное кодовое значение, да, вот от объекта event мы получаем which. Свойство which, которое дает нам вот именно какая клавиша нажата. Вот, допустим, нажимаю W, у него другой код и так далее, и так далее. А вот нажимаю Shift, у нас событие не срабатывает. Зажимаю Ctrl, тоже не срабатывает. Alt тоже не срабатывает. Escape тоже не сработает. Здесь именно вот эти числовые значения, числовые клавиши, там спецсимволы, там знаки, на них отработает, но вот на функциональных клавишах не отработает. Вот. Предыдущую, давайте посмотрим вот предыдущее событие, которое у нас было key down, да, которое запускается в момент нажатия. Так, и вообще давайте посмотрим здесь event, как он вообще выглядит в jQuery. Вот объект event и почти что такой же объект, как в нативном JavaScript. Там current target, где он был зажато, там все вот эти свойства у нас есть. Alt-key зажато было, не зажато, key там и все остальное. То есть, вот, смотрите, я нажал на key, через ключ key мы можем достучаться именно какая это была буква или там какой-то символ. Допустим, я нажму, например, и у нас отрабатывает второе событие. Смотрим здесь key, вот буква и была нажата. Вот. А вот здесь есть поле which, да? Открываем, оказывается, у буквы E у него клавиатурный код 69. Вот так мы можем узнать, если где-то программируем какую-то логику, мы можем получить как бы проверить, да, нажата ли была нужная нам клавиша. Допустим, мы хотим, чтобы клиент нажимал на букву А, а потом что-то происходило в интерфейсе, да, допустим, типа как игры же есть. В играх, например, ходить вперед, например, используется клавиша W, да, или стрелка вперед. Так вот, чтобы, например, сделать типа такую логику, то можем проверить это. Если хотим узнать, например, чтобы клиент пошел вперед, нажимаем клавишу W и узнаем, что у кнопки W есть код 87. И потом мы в своем коде пишем там, если нажата была клавиша там с кодом 87, там, то тогда там наш персонаж бегает вперед. Там, если нажата, например, буква A английская, то он поворачивает налево, направо и так далее. Вот. Как звучит вопрос, как получить текст из инпута? Вот как вы думаете, как получить? Метод был Обновимся? какой-то. Обновимся. Я что-то написал. Произошло событие. Смотрим здесь вот эти все поля. Здесь есть какое-то поле, которое нас интересует. Событие keydown произошло, alt-key не был нажато. Смотрите, bubbles true. Вот событие keydown, оно значит может всплывать. Помните, да? Если мы, например, обрабатываем какую-то форму, вместо того, чтобы, ну, обычно что бывает? В форме там несколько инпутов, инпуты и пошли, да? И вот каким-то образом вам нужно обработать инпутов на форме.
Вместо того, чтобы искать каждый input по отдельности, потом их как-то потом по-другому что-то с ними сделать, то тогда получится, допустим, мы нашли один input, где будет там name, да? Потом нашли другой input, где типа там email, там, и так далее, и так далее. Вот. Вместо того, что вот так плодить инпуты, искать инпуты, что мы можем сделать? Мы находим элемент form, допустим, по классу form, и через всплытие от ивента взять, например, current target и сделать какую-то фильтрацию и выбрать нам нужные фильтры, да, там, нужные элементы, там, типа класса, там, класс contains email, там, и так далее, и так далее. Вот. Bubbles, поле bubbles, получается, нужен именно для этого. Так, возвращаемся обратно. Здесь был у нас input. Так вот, возвращаемся к вопросу. Событие произошло, ищем дальше наши нужные элементы. Есть код, control, detail, нету ничего, key и так далее. Inner text, value. Давайте вот так сделаем. Console log, event. Не то чтобы даже... Просто давайте посмотрим вот таким образом. Console.log. Вот этот код пока закомментируем. Input. В обычном JavaScript мы же пишем input, там value. Давайте привяжемся к событию. Когда на баттоне будет клик, мы запустим функцию. И что мы сделаем? Мы в console log выведем вот этот input value. Написали, нажали на кнопку Undefined. Как вы думаете, почему у нас Undefined? Если мы Отправить же надо, да? Как? Значение инпута. Может, тогда потом выйти. Еще раз не понял. Нет, значение набрали, потом набрать, видимо, надо. Ну, мы же в консоль выводим после только клика. Да. Вот смотрите. Я уже какое-то значение сюда ввел. И хочу его посмотреть в консоли. Но чтобы его посмотреть, я должен нажать на клик, сделать клик на кнопке. Нажимаю, а консоль мне говорит Undefined. А можно... Может, кайра this қолдану? This value здесь делать. Бұл баттан қолдану. А это будет button, да. А можно этот HTML посмотреть еще раз? Вот input type текст. Просто текст. Просто кнопка. Ничего сложного. Замудренного здесь ничего нет. В JavaScript хотим получить у input value. Вот, что бы вы сделали бы, чтобы найти его? Какой бы Google запрос, кто как бы написал бы? Вывести набранный текст в инпуте в консоли, что ли? Ну вот, хотим узнать... jQuery, как получить значение инпута.
Да, это будет вот jQuery Как получить значение инпута? input value можно написать, сокращение. И смотрите, что он нам дает. Он дает нам метод value, val, get the current value of the first element in the set of matched elements. Ну, мне кажется, это не, совсем не то. Давайте возвратимся назад. Вот, на Stack Overflow посмотрим. Здесь также используется вот этот value, метод value. Здесь тоже value. Здесь можно Там использовать val, еще attribute value. value. То есть, смотрите, у нас есть два варианта. Это либо использовать метод value, Да. метод val, да, либо attribute. Вот перед вами две строчки кода. Как мне вот эти две строчки кода перевести на свою страницу и получить то, что мне нужно? Попробуем, давайте-ка попробуем val. Вот скопируем. Console log input. Вместо value пишем val. Логично вот такой код? Ну, практически тоже, да? Здесь просто $, потом .value. Объекту применили метод. А здесь у меня-то объект сохранен в переменную input. И из инпута я хочу получить инпуту, как бы применить метод value. Ну, логично, да? Теперь попробуем. Написал что-то, нажал и вуаля. Мы получили именно значение. А вот как быть со вторым методом attribute? В jQuery давайте поищем jQuery и метод attribute. Что он нам делает? Он же нам возвращает какое-то значение из атрибута. Мы применяем метод attribute и сюда подставляем атрибут, который нас интересует, имя атрибута. То есть, если я здесь поменяю на value на attribute, вот как вот здесь указано, attribute и значение value. То есть, меня же интересует атрибут value, какой там у него есть. Я сюда передаю текстом value. Возвращаемся, набираю какой-то текст, кнопку нажал, получил undefined. Почему сейчас я не получил value? Потому что у нас нет атрибута value, по-моему. Пусто там. Да, вот смотрите. Value. Еще раз, ничего нет undefined. В HTML у нас value нет. А если мы поставим value пустой, как вы думаете, я получу то, что мне нужно? Не получу. Почему? Там пустая строка. Там Мы же надо пол- прописать, что value будет Мы же получили принимать пробел. значение. Вот, допустим, я напишу бла-бла-бла. Вот. Теперь смотрите. А теперь я получаю. Бла-бла-бла. Но то, что я ввожу, я его не получаю. Я получаю те же бла-бла-бла. Почему? Потому что это слово Надо сохранен там. сперва приравнять значение атрибута вот, набранному выражению, а потом он будет выдавать, да? Да.
Да, на самом деле лучшим способом будет вот этот метод val, предыдущий метод val. Ну, без всяких без лишних телодвижений мы получаем все, что получили. Написали вот, текущее состояние значения из поля. Вот таким мы получили. А когда мы жестко зафиксировали в HTML и получили, вот value как бы остается. А если это будет в форме, я думаю, в форме, если input будет находиться в форме, я точно не помню, но у нас value, по-моему, должно измениться. Так, отправилась форма. Форма сейчас отправилась. Так, давайте найдем форму. Форм. Так, форм. У нас есть submit. Передадим event и от ивента prevent default сделаем. Вот отменяем этот вещь. Ну вот этот input value возьмем и перенесем сюда. Так, вот этот код пока закомментируем. Вот. Нажимаю, получил, да. Если что-то я изменил, вот теперь я получаю. Но вместо инпута давайте вот все-таки attribute попробуем. Получили, что-то изменили. Да. В attribute тоже, оказывается, да, не работает. Так, лучше value, метод value. Так, key down, key up просмотрели. Теперь посмотрим события браузера окна. Ну, в принципе, здесь смотреть-то нечего. Мы в прошлый раз уже посмотрели, да. У нас есть, допустим, готовность документа. Что мы сделали? jQuery. Сюда передаем, что нас интересует документ. Пишем ready. А когда у нас все ready, запускаем function. Сюда можно даже вообще передать знак $. Это первый метод, да? Самый длинный, наверное, из всех методов, которые, когда мы ждем из документа, когда все сформируется, мне кажется, это самый длинный метод. Более короткий метод — это когда мы просто знак $. Вот он. Знак $. И здесь просто запускаем функцию. Или можем документ написать ready. И вот этот function наш здесь запустить. И потом здесь свой код. Это чуть менее короче код. Самый короткий — это у нас, когда мы просто вызвали jQuery. Здесь запускаем function. А потом здесь будет наш свой код. Вот это самый короткий. Но если мы хотим ждать именно в window load события, то мы тогда также ищем наш window, как бы передаем сюда наш window, запускаем load метод, и здесь function, а потом дальше здесь наш код. Вот этот код аналогичен тому коду, который я показывал в нативном JavaScript, да, когда мы document query, как бы window, add event listener, потом событие load и дальше что-то запускали. Весь код, который сформируется после этого. Вот.
Ага, Гечрес, шул готовность, проверка готовности всегда обязательно или мне не очень-то важно было меньше? Проверка лучше постоянно. Это важно. Это важно, что, допустим, вот мы подключили, когда верстали сайт, подключили все скрипты внизу. Все скрипты внизу, все у нас будет отрабатывать, но в JavaScript мы не написали там window load или там document content load, а просто писали свой код вот здесь. Ну, как будто бы вот здесь ничего не было. Пишем свой код, пишем дальше. В общем, все наши функции, методы все реализовали, передали бэкэндчику. А бэкэндчик потом что-то куда-то докручивает или там какому-то CMS-ке подключает. А в CMS-ках, допустим, тот же самый WordPress. В WordPress есть возможность подключить вот эти скрипты в разделе Head. Его можно, то есть одной настройкой можно написать, что скрипты у меня будут подключаться в разделе Head. И, допустим, вот бэкэндщик, скажем, тот человек, который будет прикручивать нашу верстку к шаблону какому-то WordPress, он не углядел, не посмотрел наш JavaScript, что у нас здесь нету лоуда или того, что мы не ждем формирования дома, да. Соответственно, у нас скрипты не сработают, потому что скрипты подключены у нас наверху, они запустились до того, как у нас дом сформировался. Поэтому для страховки лучше всего вот эти window load или DOM content load обязательно нужно прописывать, а потом внутри весь наш код прописывать. И тогда нам будет по барабану. После нас кто-то подключит эти скрипты в хеде, где-то посередине или внизу оставит, как было раньше, да. Без разницы, у нас скрипты всегда будут отрабатывать только после того, как дом элементы сформируются. Очень-то рахмат. Так, едем дальше. По объектам window у нас есть методы, точнее не методы, а события, когда мы можем узнать, изменилось ли там размеры окна, resize, да, был ли resize и так далее. Мы пишем $window, этому объекту вызываем метод resize. Resize, здесь давайте запустим функцию и в консоли будем выводить там resize, что-то изменилось. Вот. Как только я начинаю менять размеры окна, событие отрабатывает. Видите, сколько раз она отработала. Вот. Resize именно отрабатывает тогда, когда у нас происходит изменение размера окна. Если мы посмотрим event, вот event случился, и здесь дальше вот те же размеры, да, там типа там офсеты, PageX, PageY, что нас интересует, ScreenX, Target Touch есть. В общем, все нужные параметры мы можем взять отсюда. Здесь есть timestamp, когда объект, как бы случился этот элемент. Вот, дополнительно еще есть вот эти все, как бы из jQuery, из таргета, видите, window, и дальше уже внутри у нас есть еще вот эти ключи, где мы можем получить вот эти, допустим, размеры. Так, куда он делся? Target. Так. Вот. Наружная высота, наружная ширина. Что еще там у нас есть? У нас есть еще inner. Где-то должен у нас быть inner.
внутренний размер. Вот они. Внутренняя высота, вот здесь 150 пикселей. Вот смотрите, если я уменьшу, у нас случится следующее событие. Вот этот свернем. Вот возьмем последнее. Так, из таргета вытаскиваем, например, вот inner height. Видите, уже высота, вот это именно внутренняя часть. Мы можем получить из таргета потом inner height, там высоту получили, либо там ширину, там, и дальше пошли, что там завязано, например, на изменении события, да, window. Так, и также есть у нас scroll. Событие скролла. Scroll, function E, console log E. Давайте теперь уже вот так. У нас мало элементов. Здесь давайте добавим лорем на 1000 слов. Вот. Как только я начинаю скроллить, происходит событие scroll. И дальше точно так же через таргета мы все вот эти штуки, которые мы делали в нативном JavaScript, получить там высоту, там параметры, где, что, как, все отсюда из таргета можем вытащить. Вот. Как видите, события практически почти так же работают, как в нативном JavaScript, но я вам сегодня показал работу с событиями, когда вот эти все события запускаются как методы, да? Допустим, у нас есть scroll событие, и это событие выглядит как метод в jQuery. Допустим, есть клик, мы как бы вызываем метод клик jQuery там, или еще что-то, да, там mouse enter, mouse leave и так далее. То есть все вот эти события, у них они как бы пишутся как методы. Но это не самые... Бывает иногда вот такое вот событие, бывает иногда нужно прописать по-другому. То есть когда я, например, пишу mouse leave или клик, то отрабатывает только клик. А я хочу, например, обработать несколько событий или там даже там одну-две там, да, событий. И каждому элементу потом писать клик, потом еще что-то, то бывает неудобно. Вот. Другой способ запуска событий – это когда мы используем метод on. Здесь давайте что мы сделаем? Вернем наши те же блоки для простоты. Вот у нас есть блок, есть button с текстом button. Что мы сделаем? Const блок. И const button. Вот. Я хочу обработать ту же самую первое событие. Клик, когда мы красили блок на красный. Вот. Button. Что я ранее делал? Я писал клик и здесь запускал функцию. Но вот когда я пишу клик, то это событие привязано именно к клику. Но мы можем привязывать к какому-то элементу любые события, если мы сюда вызовем метод on, а потом, как в JavaScript, в обычном, пишем событие, которое мы хотим, к которому мы хотим привязаться, а потом handler, function. Или там анонимная, или там именованная какая-то функция. Что мы хотели делать? Мы блок CSS меняли там background. Red, да? Вот.
Возвращаемся, кликаем, происходит событие. Или даже это можно привязать, например, к блоку. Да? Не обязательно кнопки. Пускай будет клик именно на блоке, и запустится вот эта функция handler. Кликнул, все отработало. Вот. Хочу, например, mouse enter. Я пишу блок, он, дальше имя события и дальше handler. Вот таким образом. Вот. Теперь смотрите. Навожусь, событие сработало. Вот. Это уже другой способ привязывания событий. Сперва, когда мы просто используем именно те методы, которые также называются, как и сами события, когда клик, например, клик, там mouse enter. А второй способ, он, когда мы здесь уже передаем два параметра. Событие, потом handler. Вот. Вот и разница. В чем разница, например, если будет клик вот такой, если будет блок, точка клик, и здесь будет вот этот function. Как вы думаете, здесь есть разница, что я вызвал метод клик, что я вызвал метод здесь тоже через onClick только событие, подписался. Все сработает. Здесь как бы логика сработает абсолютно одинаково. То есть вот здесь я возьму, например, закомментирую красный, этот комментирую, а этот раскомментирую, клик, все работает. Только разница в том, что как бы работает все похоже, но когда мы подписываемся через он, то этот он, событие, привязанное через он, может делегировать событие. То есть помните, да, когда мы внутреннему маленькому элементу кликаем, то какое-то событие может дальше передаться. Или, допустим, кликнули на родителя, а этот событие делегируется дальше внутренним элементом, типом через всплытие. Да? И если вы хотите такую логику, то через лучший клик. Ну, в большинстве случаев на практике больше всего используется вот этот он. Он как бы понятнее, да? Когда происходит какое-то событие, потом мы привязались, вызвали здесь какой-то хендлер события. И это похоже на чистый нативный JavaScript, да, тоже. Когда мы add event listener, сюда пишем событие и запускаем какую-то функцию. Вот аналогия такая. Больше всего вот в jQuery используется этот метод. Ну, вот эти тоже, ну, клики, ладно, они часто используются, но какие-то менее популярные события, они не так пишутся, как по названию метода. Когда у нас метод называется как и событие, да, а через он. Вот так. И сейчас давайте пойдем делать быстренько упражнение. Упражнением вы, наверное, справитесь как семечки. Помните, вы делали вот такой вот обратный звонок, заказ обратного звонка. Это когда происходит клик, показывается модальное окно. Модальное окно можно кликнуть, закрыть, потом закрыть, либо еще что-то здесь отправить форму. Так вот, попробуйте переписать нативный JavaScript, который вы ранее писали, теперь на jQuery. И давайте сравним, сколько там было кода в нативном JavaScript и сколько у вас получится в jQuery. Так, возвращаемся, друзья. Так, и вижу руки. Багдалет. Самачылык.
Так, оған башталды. Биздики заказать станокты басканда чыгат. Мурда ушундай задание берген да, заказать станокты басканда тогулдук кылга депчи. Ушул кнопканы өчүрбө деп буну өчөт. Вот дегенде ал да. Беттен ордер деп мурда ошо жаңы жасаганга жаман носертет жасайт экен. Өзүм дагы азыр бирке түшүнбөй. Баттан 2 деп могул заказать станок деп могул кнопкада. Ошону табылдык. Андан кийин контейнер модал деп ошо модерный окнонун контейнери. Ошону таптык. И ошо BTN ордер клик болгондо ошо контейнерге класс кошобуз да. Модал деп. И андан кийин BTN close'ду ошо битке разнообразие кылып сразу эме кылып табып кеттик. В ходе событий. И BTN close деп ошондо смол кнопка болуп калат да. Эме коюлган. Клик болгондо ошо контейнерди тогл кылып remove кылса деле болот ушу, текшербей алып турсу да. Ошондо контейнер модал active алат. И бул button 3 болсо отправить запрос деп чыгат да. Заказать басканда. То мурда код мындай болчу да. Бул аралашып кеткендегиси да. Могулар где-то монча код эме го дейм. Чистый JavaScript менен жазылган да. Бияқта да дополнительный код бар. jQuery мен 14 строкалы болду. Азыр алып 11 жерде алып алды. Хорошо, жакшы Багдалет. Азамат. Ассаламу алейкум. Биздики деген мурдагы сабактагы эмеге мен табып жетишкенде сразу эле өзүм эле кылып эме кылып жаздык. Button берип, div берип, ичинде инпуттарды коюп, CSS-ин по-быстрому мындай кылып жаздык. Скрипти болсо, жандай проверка эменики, Windows-тун проверкасы домдукка. Анан биринчи ошо блок 1 деген өзүн таптык. Ал деген стилде display none болуп турат да өзү по умолчанию. Анан active деген эме бердик. Анан active бул жерде таап деле керек жок экен негизи. Анан btn close булар табылгандан кийин клик on клик менен байлап буга деген сразу add class active берилди. Бул close деген кликтен active class remove жастабыз да ордер ачылат. Жакшы, стилден только кийин эмерек жасап коюш керек, жана модальный окно сөзсүз түрдө position fixed болуп, полный экранды жаап, экрандын ортосунда чыккандай кылып коюш керек. Ошо сизге жетип калды ошентип суракан. Так, жакшы. Эрадилдикин көрөлү. Дальше давайте Эрадил. Так, Эрадил убрал руку. Кубанычбек. Эне вот агай. Сейчас. Саламатсызбы. Так, андай Эрадилдикин көрөлү, андан кийин Кубанычбектикин көрөлү. Так. Мен сиздин кодуңузду эле өзгөртүп койдум агай. Вот. Бир аз өзгөртүп койдум и всё. JS твой jQuery подключил и Отлично. Так, и Кубанычбек. Мен мурунку стилдериме тапканга жетишпей калдым. Ошол заказать кнопканы басабыз, модальный окно чыгат. X басабыз, айтып өчүп кетет. Бул жерде ушул 7 строка код болду. Биринчи ушу btn'ге клик менен берип алдым, активдич блокко кошуп. Андан кийинки X'ка 10 клик менен берип көрдүм. Remove class деп.
Куда иштеп жатат. Çok Отлично. Жақсы. Отлично, друзья. Ну, как видите, jQuery не такой уж и сложный. Если вы хорошо освоили как бы базовые вещи чистого нативного JavaScript, то jQuery покажется вам как каким-то самым простым, да? Все не такое уж и сложное, все как бы логично. И вот у вас домашка. У вас выходные, у вас будет время не спеша переписать проект лендинга, который мы раньше на чистом JavaScript делали. Вот всю вот эту логику, там, скролла, показа там, и всего остального нужно переписать с помощью jQuery. Но с чисто jQuery, нативным, не то чтобы нативным, а чистым jQuery, бывает тоже писать лень. Потому что на jQuery, поскольку jQuery был популярный, то на jQuery прям куча разных плагинов. Плагины — это такие маленькие библиотечки, которые сделаны на основе jQuery и делают разные вещи. Допустим, есть Magnific Pop-up библиотека. Вот, если вы хотите, например, вот такую логику сделать, скажем, кликнули на изображение, изображение показывается вот таком, например, в галерее, да, это такой интерфейс не обязательно надо сидеть самому писать, используя jQuery. Вот получается, типа таких библиотек очень много. Допустим, для поп-апа есть Magnific Pop-up, там Fancy Box и так далее. Для слайдеров тоже есть разные плагины. Самый популярный — это Slick Slider. Что еще есть у нас? Owl Slider, Owl карусель. Вот. Вот такие вещи у нас в лендинге встречались, да? Вот смотрите, здесь разные как бы штуки есть. И ваша задача переписать код проекта лендинга на jQuery и желательно бы использовать разные библиотеки. Ну, допустим, у нас в принципе поп-апов нету, у нас есть, например, слайдер, да? И попробуйте, например, своими силами подключить этот Slick слайдер и реализовать его. Лендинг, код верстки не обязательно оставлять таким, как он есть, который я давал. На jQuery, получается, где-то можно переписать как бы HTML-ную часть, да, чтобы побыстрее решить задачу, там, которая более подходит, например, под jQuery. Ну, в принципе, верстку можете не трогать, но если хотите, тоже для подключения библиотек, чтобы можно было что-то похожее сделать, можете вы как бы вправе поменять, например, верстку, там, стили, класс и так далее. Но обязательно попробуйте именно подключить все вот эти библиотеки, там, популярные, да. Ну, основу лендинга возьмите в мою. Но дизайн хотите поменять, добавьте, например, Magnific Pop-up, чтобы у вас где-то был вот такой вот, например, слайдер, как бы галерея, да. Попробуйте добавить, например, несколько штук вот этих слайдеров из Slick слайда или из Owl слайдера, Owl каруселя. Здесь тоже очень много, куча разных слайдеров. Там, допустим, Responsive возьмем, есть вот такой вот слайдер. И вот эти библиотеки, маленькие плагины, они написаны, основываясь именно на jQuery. То есть, допустим, если вы возьмете Slick слайдер, хотите его подключить, идем, usage, что он хочет? Сперва сделать какую-то разметку. И здесь приводится пример. Дальше говорит, подключи вот эти штуки. Смотрим, подключается стили Slick слайдера, Slick CSS. Вы обязательно, конечно же, его будете скачивать. Да? Допустим, идете на страницу Get It Now, здесь скачиваете, можете посмотреть на странице GitHub, здесь можно скачать. Подключаются, скажем, скрипты. Скрипты можно, смотрите, от версии 1 и выше можно подключать. Есть вот эти вещи и есть еще Slick.
И смотрите на порядок, как подключается Slick Slider. Подключили jQuery, потом еще что-то подключили, какую-то зависимость, migrate jQuery. И в конце сам подключается код самого плагина slickmin.js. А потом внизу после этого вы еще подключаете свой скрипт. И дальше уже идут инструкции, как, например, запустить этот слайдер и так далее, и так далее. Какие у него есть настройки, чтобы можно было поменять что-то. Да? Хотите, например, вот такой слайдер, вот здесь приведен строка настройки, что нужно написать. Хотите вот такой слайдер, где вот изображение поделены, да, слайды, то здесь уже видите настройки другие и так далее, и так далее. Вот таким образом можно подключать все вот эти готовые штуки. И не обязательно изобретать велосипед, писать все с нуля. Если вы будете работать, от вас будут требовать работу не чистого кода, да, который вы напишете сами, а вам скажут, добавьте слайд. Если вы будете сидеть и целую неделю писать один слайдер для какого-то сайта, вам, конечно же, дадут по шапке и скажут, почему ты не использовал готовую такую библиотеку, которую делает, ну, выполняет ту же, которая решит твою задачу. Поэтому работать с библиотеками тоже надо. И хочется, чтобы вы попробовали вот эти разные библиотеки. Кроме этого, плагинов, основанных на jQuery, для работы с датой есть отличная библиотека, которая называется Moment.js. Moment.js – это библиотека, которая сокращает работу с датой. Помните, в лендинге мы где-то в футере вставляли дату, именно год, да? И там бывает не только вывести где-то дату, а нужно, например, вывести в разных форматах, там, типа вот в таком формате, там еще в сокращенном формате, еще в каком-то другом формате. Здесь даже вот в более таком в читабельном формате можно вывести, например, 10 дней назад, там, вчера, там, и так далее, и так далее. Вот. Все вот эти штуки можно сделать с помощью Moment.js. Самому не сидеть, что-то придумывать, да, как, например, вывести дату в виде текста, допустим, публикация была опубликована 2 минуты назад, не показывать пользователю какие-то вот такие цифры, да, что вот публикация была опубликована там 22:41, а, допустим, 2 минуты назад или там вчера там и так далее. Вот. Чтобы прописывать такую логику, не обязательно сидеть самому и придумывать что-то. Есть готовая библиотека Moment.js, довольно популярная. И его во многих проектах импортируют и используют его. Плюс к этому у этой библиотеки очень много языков поддержки. Допустим, вот те же вот эти выводы, дата в виде там разных строк, да, там вчера, там и так далее, здесь как бы показаны на английском языке. Но хотите на кыргызском, на русском или на каком-то другом языке, который вот здесь перечислено, вы можете все это сделать. У нас есть кыргызский язык. И смотрите, как выводятся теперь даты. Он жыл мурун, 9 жыл мурун, там бирку мурун и так далее. Вот получается, попробуйте тоже подключить Moment.js и вывести, например, ту же дату или какую-нибудь информацию, показать какую-то дату с помощью Moment.js. Так, ссылки давайте я скину в чат. Это Moment.js. Так, карусель. И Slick, например. Плюс еще, например, Magnific Popup. И такого рода библиотек просто куча. Просто в поиске забиваете, например. Вас интересует, например, Smooth Scroll, да? Что мы можем сделать там? Smooth Scroll, jQuery, плагин. И, как видите, здесь очень много разных плагинов, которые реализуют там плавный скролл. Вот, попробуйте из вот этих библиотек собрать вон тот
Вот тот лендинг, который мы писали именно нативным JavaScript. Вот. У меня все. Если будут вопросы, жду вопросов. Получается, вот, JavaScript, вы же говорите, придумывать ничего не надо, уже все сделано. Да? То есть мы можем вот так библиотеки скачивать и код тоже копировать и вставлять, да? Да. А вот то, что мы смотрите. проходили, это для понимания JavaScript, да? Вот то, что мы проходили ранее, это для того, чтобы, допустим, знать, как вот эти библиотеки работают. Если мы, допустим, не будем знать, как работает jQuery, мы здесь не подключим Slick, да? Мы не поймем, как этот Slick работает. Вот основа дана таким образом, чтобы мы знали основу, потом, посмотрев код любой библиотеки, прочитав документацию, уже понимали, ага, вот эти настройки что-то делают, там есть у него API, и каким-то образом его можно переопределить. Но смотрите, вот здесь вот такие слайды приведены, например, там, из примера Slick слайдера, да? Вот такие вот слайды. Но нам хочется, если вы вставите именно, например, со стилями Slick слайдера и что-то, ну, допустим, вы вставите вот эту иконку. Но на макете, например, стоит другая иконка. Не вот такая, а какая-нибудь по-другому нарисованная иконка. Как вы его можете поменять? Это будет уже такой задачкой. И если вы не будете, например, знать CSS, JavaScript и HTML, вы вот эту кнопку не поменяете. Оно останется таким, каким это прописано в Slick слайде. А если будете знать jQuery, не то чтобы jQuery, а чистый, например, HTML, CSS, плюс еще JavaScript и еще jQuery, то вы без проблем возьмете вот эту кнопку и переназначите здесь свою какую-нибудь другую кнопку. Вдруг, например, на нашем макете написано, как бы нарисована здесь не стрелка, а кнопка там Previous и кнопка Next. Вот. Получится, надо что-то кастомизировать. Но функционал точно такой же, скажем. Показывается несколько слайдов, один слайд по центру такой акцентный. Вот. Поэтому библиотеками надо пользоваться. И знание библиотек — это, можно сказать, плюс к вашей карме как программиста, как разработчика. То есть вот мы же задачки же решали же, там массив, строчка и там подобное. Это вот чисто для понимания, а так там все готовое, да? Потом при на jQuery, именно на jQuery почти многое готово. Но когда мы уже приступим именно к задачам фронтенд разработчика, которые используют уже более такие серьезные библиотеки типа React, Vue, то там уже будет сложнее. jQuery это самое простое. Вы его подключили, потом еще к нему подключили какой-то плагин, который реализует какой-то функционал, и все. А на React чуть-чуть по-другому. Там уже совсем другая схема разработки. Ясно. Спасибо. Ағай, ешті қоныс. Мүмкін болса кейінгі сабақтың темасын айта кетесіз, банкені заранее бір сера жоқтан көз жүгіртіп келгенден кейін түсініктірек болады екен да. Ақырғы 2-3 сабақ үшін болады ғой, жақсы болады. Эмки сабақта сілердің лендинг пейджтерді обзор қылабыз. И я вам покажу вот тот же лендинг, который я перепишу, используя jQuery. Там где-то, например, я могу написать что-то от себя, чисто нативно, как бы без каких-либо плагинов. Но будут, допустим, те же слайдеры, те же еще какие-то штуки, допустим, Moment.js покажу, да? То есть я покажу именно работу с вот этими плагинами.
И, наверное, мы потом уже завершим jQuery, и постепенно мы должны дальше пойти и будем уже смотреть инструменты автоматизации в виде галпа плюс еще веб-пака. А потом уже перейдем к React. Шу веб-пак боюнча суроо берейин дедим да, ал React-ка жеткенде колдоно башташ керек экен да анда, Ооба. React'ın өзүнүн ичинде веб-пак бар. Негизи ал жөнүндө React'та негизи веб-пак өзү чисто бүт упаковкасы бар. А бирок аны биз көрүшүбүз керек чисто как он работает, этот веб-пак. Чисто в React нам не понадобится лезть в веб-пак, как React, например, собирает проект. Нам нужно узнать, допустим, если мы хотим что-то собирать без React, но хотим, например, чтобы у нас приложение собиралось автоматически, чтобы все было красиво и автоматизировано, мы можем для своих проектов вне рамки React можем использовать, например, веб-пак. И надо же знать, как он собирает проекты. Вот, поэтому веб-пак тоже как бы важно знать. Рахмат. Вот такие планы у нас на будущее. Ну, скажем, минимум как на неделю, да? Это сделать проект лендинга на jQuery и на его плагинах. Посмотрим Gulp, посмотрим работу веб-пака. Но до этого еще нам надо посмотреть, настроить, не то чтобы настроить, а посмотрим Node.js. И посмотрим, как оттуда, например, из пакетного менеджера NPM скачивать, устанавливать разные библиотеки, которые нам нужны будут для разработки. Вот. И мне кажется, уже вопросов нет, да? Если нет вопросов, то всем приятных выходных. Плотно поработайте на выходных, а потом едем дальше. До свидания. До свидания тогда. Всем приятных выходных, хороших выходных. До встречи на следующем уроке. Рахмат.